В Ухте подведены итоги конкурса социальных проектов «Факел добра», реализованных сотрудниками предприятия «Газпром-Трансгаз Ухта». Мероприятие проводится 4-й год подряд, и его цель – поддержать волонтерские движения во всех регионах производственной деятельности, в том числе и в Республике Коми. Александр Карепин одним из первых узнал, кто стал лауреатом и на реализацию каких идей выделены гранты. «Факел добра» – это объединение социальных инициатив, реализуемых сотрудниками предприятия в регионах производственной деятельности «Газпром-Трансгаз Ухта». Ежегодно количество заявок растет, и в этом году их 119. Инициативы представили 90 сотрудников из Коми, Архангельской, Вологодской и Ярославской областей. Все проекты реализованы в этом году или находятся в стадии исполнения, уже имеют результаты и решают реальные общественные проблемы. Все это объединяет, усиливает и освещает факел добра. Лауреатов определяют в 9 номинациях. Так, в области здорового образа жизни и спорта победил проект Сосногорского филиала. Клуб любителей бега в городе Ухте объединяет более 200 человек. Одно из главных событий в жизни активистов – марафон «Вертикальный забег». Мы решили попробовать такой формат. Он зашел, и я очень надеюсь, что он станет традиционным. И в 2022 году мы обязательно его проведем и расширим рамки, да, чтобы все могли принять в этом участие. Главная награда в сфере экологии досталась Печорскому филиалу. Из-за антиковидных ограничений здесь организовали обучение по бережному отношению к природе в онлайн-формате. Важно отметить, что защите окружающей среды «Газпром-Трансгаз Ухта» всегда уделяет особое внимание. Комплексно доводилась информация, доводились новые современные методики, все то, что сейчас накоплен опыт в мире, и то, что мы можем непосредственно использовать у себя дома. Это, безусловно, и раздельный сбор мусора, и энергосбережение, которое тоже повсеместно у нас используется. Важную роль из года в год играют инициативы в номинации «Лучший социальный проект» в области организации доступной, комфортной городской среды и благоустройства. На этот раз здесь 9 заявок. Лауреатом признан проект Печорского управления «Аллея. Дети-герои Великой Отечественной войны». Несколько конкурсантов в номинации «Проектная идея» получили финансовую поддержку на реализацию своих идей. Среди них бухтыльское подразделение. На грантовые средства в одной из школ города для учеников будет организована зона отдыха. Генеральный директор «Газпром-Трансгаз Ухта» Александр Гайворонский отмечает, важно, что сотрудники предприятия реализуют подобные инициативы, тем более, когда такая деятельность направлена на социальное благополучие населения и развитие регионов. Для нас важен для того, чтобы поддержать эти инициативы людей. Для людей важно тоже быть услышанным, да, поделиться, опять же, где-то своим опытом. Где-то, скажем так, получить оценку экспертов, потому что все равно мы экспертов приглашаем, а получить обратную связь. Вот то, что вы увидите на конкурсе, это ведь сегодня было сказано, это только маленькая часть того, что делается в рамках «Газпром-Трансгаз Ухта». Да? Ну, оно как бы, на самом деле, этот конкурс, он по сути за рамками, да? То есть это за рамками нашей деятельности. То есть людей никто там не заставляет, что это не их должностные обязанности. Поэтому этот конкурс позволяет действительно расширить круг задач, круг возможностей, и круг задач, и круг возможностей для людей и для нашего предприятия. Конкурс «Факел добра» является важной составляющей в развитии корпоративного волонтерства на предприятии. Проводится он ежегодно, а значит, добрые инициативы, в том числе для жителей Коми, получат поддержку и в будущем году. Александр Карепин, Евгения Кладкевич, Павел Люлянмин, телеканал Юрган, Ухта.